Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Российские спортсмены завоевали одну медаль в пятый соревновательный день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Южной Корее. Обладательницей награды высшего достоинства стала синхронистка Светлана Ромашина. В общекомандном зачете первое место занимает сборная Китая, в активе которой 10 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая награды. Команда России располагается на второй строчке. На ее счету 5 золотых и 3 серебряные медали. Третьими идут украинцы и немцы, у которых по 1 золоту и по 2 бронзы. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля. Футболисты сборной Нигерии обыграли команду Туниса в матче за 3-е место Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счетом 1-0. Турнир проходит в Египте. Единственный мяч на 3-й минуте забил Адион Игало, который является лучшим бомбардиром турнира. На счету 30-летнего форварда 5 голов в 7 встречах. Сборная Нигерии 8-й раз завоевала бронзовые медали Кубка африканских наций. В финале же турнира, который пройдет 19 июля, встретятся команды Сенегала и Алжира. Молдавский полузащитник Александр Гацкан покинет футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба команды. Отмечается, что домашний матч с московским «Спартаком», который пройдет 20 июля, станет последним для 35-летнего капитана. Гацкан является воспитанником молдавского клуба «Униспорт Авто». Полузащитник выступает за Ростов с 2008 года. В составе российской команды футболист провел 314 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал 26 результативных передач. В составе Ростова футболист становился обладателем Кубка России и серебряных медалей чемпионата страны. Хорватский баскетболист Драган Бендер дал устное согласие на переход в московский ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, 21-летний центровой подпишет многолетний контракт с московским клубом, если ему не поступит предложение из Национальной баскетбольной ассоциации. Бендер был выбран под общим 4-м номером на драфте НБА клубом «Феникс» в 2016 году. В прошедшем сезоне Бендер провел 46 матчей, в которых в среднем за матч набирал 5 очков, делал 4 подбора и 1,2 передачи. В Алдане проходит корпоративная спартакиада золотодобывающей компании «Полюс». За переходящий кубок борются 11 команд. Состязания по различным видам спорта продлятся до конца недели, а победители будут объявлены 20 июля. Подробнее в материале наших коллег. 7-я корпоративная спартакиада «Полюса» проходит в Алдане не случайно. Ее было решено проводить именно здесь, потому что 20 июля, в День металлурга, Алданский район и Якутия отметят 95-летие золотодобывающей отрасли. На большой спортивный праздник приехали 11 команд, около 250 человек из разных бизнес-единиц «Полюса». Я думаю, в целом все пройдет на очень высоком уровне, и все будет супер. Самое главное, чтобы все участники получили заряд бодрости. Победа, конечно, это хорошо, но, наверное, сегодня главное участие. Настрой боевой. Какой может быть другой еще настрой при таких соревнованиях? Соревнования проходят по нескольким видам спорта. Это не только игровые виды, но и легкая атлетика, шахмат и бильярд. Разнообразные площадки, где соревнуются команды. К юбилею золотой промышленности «Полюс Алдан» провел большую работу по строительству и подготовке социальных и спортивных объектов. Отремонтированный спортивно-оздоровительный комплекс «Металлург», стадион школы и гимназии Нижнего Куранаха. Примечательно, что на новой спортплощадке первой появилась местная детвора, оценив современнейший турниковый комплекс, покрытие для занятия легкой атлетикой, футболом и баскетболом. Запустили общежитие. Уже наши гости, более 100 человек, живут в общежитии. Комфортабельные, хорошие комнаты. Приняли уже практически в работу, и люди уже тренируются, готовятся к соревнованиям. Это спортивная площадка на базе школы номер 4 гимназии. Ну и подготовили спортивно-оздоровительный комплекс наш. Очень современная отделка, внутренние помещения, современный пол в большом спортзале. Таких полов, я думаю, что единицы в России. Спартакиада продлится до 19 июля. Победителя и обладателя переходящего кубка объявят 20 июля, в День металлурга, на республиканском юбилейном мероприятии в честь 95-летия золотодобывающей промышленности. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан, поселок Нижний Куранах. Это были новости спорта. Всего доброго.